Здравствуйте, это Stop Fake News, дайджест опровержения неправдивой информации о событиях в Украине. С вами в студии Алина Суганяка. Внимание на прошлой неделе было приковано к теме аннексии Крымского полуострова. Этому послужило и выступление на песенном конкурсе Евровидения от Украины крымско-татарской певицы Джамалы с песней про трагедию ее народа в 1944 году, и информационные поводы, спровоцированные прокремлевскими депутатами в Европе. Подробнее о новых фейках о Крыме в выпуске. 14 мая крымско-татарская певица Джамала победила на конкурсе Евровидения. Вокруг этого события поднялась целая волна негодования и фейков в российских СМИ. Так ряд изданий вышло с заголовками, что победа нечестная и что европейское жюри украло победу у представителя России Сергея Лазарева. А также заявили, что условия конкурса изменили специально, чтобы отдать победу Украине. Но хронология событий говорит о другом. Новые правила голосования обсуждались еще в 2012 году, а вступили в силу и были опубликованы на официальном сайте конкурса в середине февраля, за несколько дней до того, как стало известно, что именно Джамала будет представлять Украину на Евровидении. Организаторы конкурса объясняют такие изменения тем, что хотели сделать конкурс более интригующим, и у них это получилось. Это нововведение означает, что победитель станет известен только в последние минуты шоу, во время объявления результатов голосования. В зависимости от распределения голосов жюри, страна с третьим или четвертым местом, например, тоже будет иметь шансы на победу, сказано на официальном сайте конкурса. Газета «Известия» написала, что Венеция готовится проголосовать за признание Крыма частью России, ну и в придачу за снятие санкций. Эта новость была подхвачена и растиражирована многими российскими СМИ. Сюжет об этом событии показали и на центральных каналах. РИА Новости Украины, например, подали материал так: «Парламент Венеции проголосует за признание Крыма частью России». Но это неправда. Что же произошло на самом деле? Депутат от партии Лига Севера Стефано Вальдегамбери, известный тем, что в апреле был на Ялтинском международном экономическом форуме, вынес на рассмотрение регионального совета Венето, так называется область с центром в Венеции, резолюцию о признании права крымчан на самоопределение. Данный муниципальный совет, или как его еще называют, региональный парламент, даже не имеет полномочий советовать парламенту и правительству страны принять то или иное решение по внешнеполитическим вопросам, а сама резолюция не имеет никакой юридической силы. Центральная итальянская пресса, к примеру, вообще не заметила этой резолюции. Материалы сделали только 3 небольших издания, в одном из которых сделали фокус на том, что эту якобы новость раздули российские СМИ, в другом и вовсе прокомментировали это решение так: венецианский парламент выступил против Брюсселя и ЕС в красивой кампании Северной Кореи, Зимбабве и Сирии. Ряд российских и пророссийских СМИ 19 мая сообщили о том, что народный депутат Украины Андрей Сенченко предложил эвакуировать из Крыма тех, кто туда переехал после 20 февраля 2014 года. Life News заявил, что украинский депутат предложил массовую депортацию жителей Крыма. Сайт телеканал РЕН-ТВ вышел с заголовком «В Раде предложили повторить депортацию жителей Крыма». А политнавигатор написал: «После захвата Крыма Украина даст русским сутки на выезд». Также об этом сообщили издания «Московский комсомолец», «Реафан», «Свободная пресса» и многие другие. Давайте все же разберемся в ситуации. Во-первых, Андрей Сенченко не является народным депутатом, поэтому не может представлять позицию Верховной Рады Украины. Депутатские полномочия он сложил еще в 2014 году. Во-вторых, Сенченко не говорил о депортации русских или всех, а про тех, кто приехал на плечах оккупантов, очевидно имея в виду людей, связанных с российской властью. Вот что в действительности сказал Андрей Сенченко. Должен быть подготовлен закон об ответственности за коллаборационизм. И, безусловно, на мой взгляд, должно быть определенное исключение на длительный срок тех людей, которые, так сказать, участвовали в коллаборационизме, но которые не перешли черту уголовного преступления, но они точно длительное время не должны принимать участие в формировании органов власти, так сказать, в Крыму, потому что это будет корежить эту ситуацию. И в этом должна быть их ответственность. Дальше нужно сегодня на законодательном уровне определяться, что будет с теми, кто приехал
на плечах оккупантов после 20 февраля 2014 года. И вот тут я считаю, что нужно поступать жестко по хорватской схеме. Сутки и на выезд. И напоследок фейк от независимой газеты. Татары требуют переименовать Крымский полуостров. Материал с таким заголовком вышел 19 мая. Это совершенно неправдивое утверждение. На самом деле речь идет лишь о том, чтобы изменить характер автономии в Крыму, а не переименовать полуостров. Сам текст материала противоречит заголовку и рассказывает о требовании крымских татар. Меджлис обратился к украинской власти с предложением закрепить в Конституции Украины статус Крыма как Крымско-Татарской автономной республики. Речь идет о праве крымско-татарского народа на самоопределение в составе украинского государства. Это требование поддержал Петр Порошенко 18 мая, отметив необходимость внесения изменений в Конституцию относительно права народа на самоопределение в составе Украины. Соответственно, ни о каких изменениях в названии полуострова или нового названия крымско-татарской автономии речи вообще не шла ни в требовании Меджлиса, ни в речи Петра Порошенко. Это был выпуск Stop Fake News. Больше опровержений читайте на нашем сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки и делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. Присылайте нам на почту или через форму «Сообщить о фейке» информацию, которую стоит, на ваш взгляд, проверить. Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами.